барельеф эшләп караячакбыз. 26 апрель безнең яраткан шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 135 ел. Шуңа күрә дә без әйдәгез Тукай барельефына тукталыйк һәм без аны рәссам Озат Хабибуллин белән бергә эшләячәкбез. Пластилина, скажем, взять это, можем взять глину, гончарная глина, скульптурная глина. Обычно скульптора берут глину специально для барельефа, для портрета делают, бюсты делают. Они из глины это все делают. Это процесс точно такой же. Она может быть из глины или из пластилина. Она может быть даже из гипса, может быть, но это будет сложнее по обработке. Поэтому она более подвижная. Художники применяют более такой мягкий материал. И поэтому в данный момент мы делаем сейчас, посвященный к столетию Татарстана, барельеф писателя, великого писателя Тукая, писателя Тукая. И вот сам процесс, как делать. В данном моменте мы взяли скульптурную глину, пластилин, который пользуются все скульптора. Пластилин, она разных цветов бывает, есть светлая, есть темная. И разной твердости. Для вот этого барельефа она подошла твердая. После этого мы берем, ставим опалубку вот так вот. Ставим опалубку и заливаем компоном. Есть такое резина, которая она продается. Она двухкомпонентная. Когда мы залили, мы ждем где-то 5-6 часов, пока резина не схватится. После для того, чтобы в дальнейшем его использовать, чтобы резина она гибкая такая, для того, чтобы он не потерял свою первоначальную форму, мы заливаем гипсом. Мы делаем опалубку и заливаем гипсом. Вот так вот получается, что она уже в кожухе находится, вот эта форма. Когда гипс осел, мы руки трогаем, раз она теплая, уже значит можно снимать. Мы снимаем спокойно. И берем вот эту уже резину, готовую резину, мы ставим вот эту форму. Видите, она уже не двигается, она имеет определенную такую форму. После этого мы решили завести гипс. Мы заливаем, у нас вот есть формовочный гипс, называется для формовки гипс номер 16. Воду сколько? Взяли, да, для того, чтобы по объему это все подошло. Он должен быть жидким, твердым. Она имеет свои определенные пропорции. На литр, например, мы 700 граммов мы сухого гипса насыпаем. И начинаем его мешать, чтобы там пузырьки, это все не оставалось. Вот, мы набрали уже как раз тот предел, который, в общем, гипс уже схватывается, понимаете, вот это. И вот сейчас он такой жидкий сметанообразный этот гипс. Когда мы хорошо размешали, мы стучим для того, чтобы это все пузырьки вышли. И начинаем медленно заливать.
Когда мы залили, мы можем чуть-чуть его и ждем. Теперь, как она будет готова. Гипс застывает в течение 10-15 минут. Когда он набирает температуру, когда он уже схватится, мы руками трогаем она, и она дает, такой горячей становится она. Идет процесс. Так, мы теперь вот, гипс остыл, мы посмотрели. Сейчас. Теперь мы должны снять форму. Мы берем, что делаем? Мы берем вот так, вытаскиваем ее. Мы ставим на ровную поверхность, мы снимаем, Ой. вот начинаем снимать. И оттуда раз, и появляется вот эта рука. Гипс уже схватился. Вот, пожалуйста. Вот.